Эта белая «Лада» с российскими номерами на сплошной полосе в центре улицы Ардзинба простояла довольно долго. Сотрудники ГАИ сначала призывали водителя подойти к автомобилю через рупор, но когда и это не помогло, сняли номерной знак. Уже за составлением протокола их застал владелец, который оказался сотрудником уголовного розыска МВД Абхазии. Госномер коллеги вернули, а сам автомобиль оставили стоять и дальше. В этом месте у центрального рынка всегда хаос. Машины и люди вперемешку, причем так, что и не всегда разберешь, кто где стоит и пересекает дорогу. Правая часть улицы Ардзинба выделена сплошной полосой и знаками, запрещающими парковку. Но люди, не обращая внимания ни на снующие вокруг желтые богданы, ни на знаки, ни на правила дорожного движения, стараются занять место под солнцем с единственным условием – поближе к рынку. Самая большая проблема в том, что вот так брошенные автомобили не только затрудняют движение, но несут опасности для пешеходов и для водителей. Однако так думают не все владельцы авто. Мы приехали на машине, остановились буквально на 5 минут здесь. Нам никто не пояснял. Тут, понимаете, у вас движение, как в Индии. Здесь непонятно, куда, что, как, все сигналы и так далее. Мы остановились на 5 минут. Подходим, у нас сняли уже номера, и нам говорят, идите куда-то, оплатите, что-то сделайте и так далее. Но для туристов очень неудобно. Когда мы сюда подъезжали, ни одного сотрудника ГАИ или чего не было, который мог бы нам пояснить. Мы законопослушные граждане, нам бы сказали, здесь нельзя. Мы не знаем. Я, например, первый раз на машине в вашем городе. Сориентироваться здесь очень сложно. Движение у вас, как вы знаете, своеобразное. Все ездят тоже своеобразные. Наводить здесь порядок пытались много раз. После каждого рейда ситуация, если и менялась, то ненадолго. Соблюдать правила дорожного движения водители предпочитают не всегда и не везде. Чаще предлагают начать с самих себя. И все попытки призвать к закону воспринимают в штыки. Как и в этот раз. Данный штраф – это 600 рублей. Неправильная парковка в неположенном месте, так как на данном участке автодороги стоят два знака дорожного движения. Автобусная линия, кроме автобусов, двигаться никто не может. Естественно, парковаться тоже. На сегодняшний день данные автомобили, которые стоят по этой линии, мешают передвижению автобуса. Автомобили, за рулем которых сидели водители, сотрудники ГАИ просили переставить. Брошенным же авто прикрепляли на лобовое стекло уведомление и снимали госзнак. Получить его обратно владельцы могут, лишь уплатив штраф в размере 600 рублей. Уже через полчаса территория стала освобождаться. Некоторые водители, увидев свободное место, пытались припарковаться. Однако при виде камеры множество сотрудников ГАИ отъезжали. Раскошеливаться за удовольствие на несколько минут оставить авто в запрещенном месте никому не хотелось. С такими рейдами на поиски горе-водителей, нарушающих правила парковки, сотрудники ГАИ выезжают ежедневно. Вот только места дислокации у них каждый раз разные. Ведь мест, подобных этим, в нашей столице очень много. Взять хотя бы главную – проспект Леона, улицы Пушкина или Гулия. Порядок хоть и с трудом, но все же удалось восстановить. Сотрудники сняли немало госномеров и собрали штрафов за нарушение правил. Вот только белая «Лада» с тонированными стеклами продолжала оставаться на месте. Нис Фаршба, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.